Всем добрый день. Я очень рада присутствовать на Дне дарения. И мне очень повезло на самом деле родиться в то время в Якутии, когда э, основной фокус всей республики был направлен на образование молодежи. И создание сети школ, летних обучающих лагерей, физмат-форума «Ленский край» и Международная олимпиада Туймада. И вклад Михаила Ефимовича просто бесценный. Он открыл мир возможностей ни одному поколению якутян. И бесконечно благодарна Михаилу Ефимовичу, школе и всем добрым людям, кто помогал мне на пути. Сейчас я уже почти 4 года живу в Лондоне, и я бы хотела просто поделиться своей историей пути из маленького села до Лондона. Родилась я в небольшом поселке на севере Якутии, в Батагае, и мне с детства очень нравилась математика. Я тоже ходила еще в музыкальную школу, различные кружки, шашки, экология. И тогда еще публиковалась «Юность Севера», и была Олимпиада, Мустакимовская Олимпиада. И я помню, как я отправляла решение на Республиканскую Олимпиаду. И в одной из газет мы прочитали с мамой, что об Актемском лицее. И несмотря на то, что это была середина года, Валентина Петровна согласилась меня принять в школу. И я помню, зимним днем я попала в интернат. Вот, мои девочки-соседки у нас были просто с 6 по 11 класс, и все очень дружные. И мы до сих пор поддерживаем связь. И в лицее я продолжила заниматься математикой. И при этом преподаватели уже были намного сильнее, приезжали из ЕГУ. На физмат-форум еще приезжали преподаватели из знаменитого лицея 239 и из МФТИ. Это дало мне огромную бэкграунд в подготовке к математике. И тогда же я участвовала на Международной олимпиаде Туймада. Это первый раз, наверное, когда я попала в международную среду. И тогда же я твердо решила, что я выучу английский и смогу разговаривать и общаться со всеми людьми со всего мира. И вот тогда же я в лицее начала заниматься научной работой с Чичибутовой Саргаланой Дмитриевной. И я участвовала на конференции «Шаг в будущее» и еще на Политехнической Всероссийской Олимпиаде. Вот. И так как у меня был диплом 3-й степени, мне предложили поступить в МГТУ имени Баумана без экзаменов, чем я с радостью воспользовалась. И в Бауманке, конечно, было очень сложно учиться, но опыт, который был в школе, житья в интернате, общение с различными людьми, мне очень помог на самом деле, и я уже могла спокойно договариваться, общаться с преподавателями, и несмотря на сложности, я всегда могла найти выход и найти путь. Вот. И когда в студенчестве тоже была программа для якутян, студентов, можно было изучать английский язык и подаваться на программу. Тогда я попала в Южную Африку практически на месяц. Это был первый мой выезд за границу так далеко. И просто в другой стране абсолютно изучать английский, это просто открыло глаза на то, насколько мир разнообразный, насколько люди все очень разные, и насколько знания и образование важны в этом современном мире. Чем я постоянно учусь, и я начала свою карьеру уже будучи на 4-м курсе. Сначала я занималась наукой в научно-исследовательском институте, а потом мне предложили работу в довольно крупном банке, заниматься обработкой данных. Это на самом деле была работа моей мечты, но почему-то я не подавалась. Вот. И как-то они мне сами позвонили, и я, конечно, с радостью согласилась. Вот. Там тоже была школа, то есть у меня был международный опыт работы. У нас команда была, начиная там с Нью-Йорка до Гонконга, очень разнообразная. И в какой-то момент меня позвали просто тоже на интервью в другую уже компанию, в Лондон. Вот таким образом я попала в Лондон. И я на самом деле всегда чувствовала поддержку, когда я училась, и я решила, что
я хочу как бы отдавать обратно тоже, и решила учредить стипендию в родной школе. И я хочу всегда поддерживать, то есть если что-то нужно. И да, очень, очень благодарна всем учителям, Михаилу Ефимовичу. Большое спасибо. И к выступлению Елены Семеновны присоединяется Артем Александрович Яковлев, выпускник Актемского лицея 2003 года, председатель правления группы компаний «Генерация». Уважаемый Михаил Ефимович, раз. Уважаемый Михаил Ефимович, дорогие выпускники, учителя, дорогие учащиеся, позвольте поздравить вас от имени выпускников Актемского лицея, от себя лично, Республиканским днем дарения школе в рамках 25-летия образования сети школ первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Седьмого января 2024 года исполняется 150 лет первой школе Хангаласского улуса, преемником которой является наш Актемский научно-образовательный центр. Алексеевское народное училище Западно-Кангаласского инородческой управы, именно так называлась первая школа, как доступное всесословное образовательное учреждение в Улусе, дало толчок открытию новых школ и в других наследях не только Хангаласского улуса, но и всей республики. В стенах первой школы работали и учились выдающиеся общественно-политические деятели, внесшие огромный вклад в становление и развитие нашей республики. Это Алексей Дмитриевич Широких, Андрей Иванович Захаров и Михаил Ефимович Николаев. Мы, выпускники Актемского лицея, отдавая дань славной истории первой школы Хангаласского улуса, сегодня приняли решение поддержать проектный замысел нашего первого директора, заслуженного учителя Республики Саха-Якутия, лауреата именной стипендии «Знанием победишь», лауреата национальной премии «Элита российского образования» Валентины Петровны Наговицыной. И выступаем с проектной инициативой софинансирования и активного участия в строительстве историко-мемориального комплекса на территории Музея образования Хангаласского улуса в селе Актемцы. Общая ориентировочная стоимость историко-мемориального комплекса составит более 10 миллионов рублей. Строительство комплекса состоит из 3 очередей. Первая очередь – мемориал учителя и ученики первой школы Хангаласского улуса, выдающиеся общественно-политические деятели. Будет открыт к 13 ноября 2022 года. Мемориал будет сочетать в себе традиционное монументальное искусство и технологии дополненной реальности. Вторая очередь – сквер учителя, в центре которого будет находиться бюст первому учителю улуса Неустроеву Василию Гавриловичу, первому заведующему и учителю. Плановое открытие 7 января 2024 года в честь 150-летия первой школы Хангаласского улуса. Третья очередь. Садово-парковая архитектура будет открыта к 1 сентября 2024 года. Для реализации проекта строительства историко-мемориального комплекса нами дан старт сбора средств.
И уже в первый день за сегодня нам удалось собрать более 300 тысяч рублей. Также мы будем принимать активное участие в проектировании, в упаковке этого проекта и подготовке грантовых документов в строительстве этого комплекса. Спасибо.